В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейк Шара. Здравствуйте. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба в ходе рабочей поездки осмотрел территорию таможенного поста ПСОУ. В инспекционной поездке принял участие председатель Государственного таможенного комитета Республики Беслан Цвинария. Как сообщает пресс-служба правительства, сотрудники таможенного поста рассказали главе правительства об основных проблемах и вопросах, требующих решения. Были осмотрены площадки, предназначенные для стоянки автотранспорта. Обсуждена возможность расширения территории паспортного и таможенного контроля с целью улучшения условий прохождения границы. Также был осмотрен оползневой участок реки Псоу. Премьер-министр Валерий Бганба поручил Управлению капитального строительства Республики Абхазия провести сметные расчеты по возведению подпорных стен на поврежденных участках трассы. В рамках международного военного сотрудничества военнослужащие российской 7-й военной базы посетили музей Министерства обороны Республики Абхазия и Сухумское военное общевойсковое командное училище. Военнослужащим рассказали про историю Отечественной войны народа Абхазии и показали, как проходит учебный процесс в военном училище. Репортаж Саида Джарсалия. В музее Министерства обороны Республики собраны экспонаты, отражающие историю и важнейшие этапы Отечественной войны народа Абхазии. Здесь представлены не только фотографии, снятые во время войны, но и воинская амуниция, военные карты, которые использовались абхазской армией в наступательных операциях. Кроме того, военнослужащие 7-й военной базы Министерства обороны России имели возможность увидеть и многие виды оружия, которые использовались абхазскими ополченцами на начальных этапах Отечественной войны. В начале войны у нас началось партизанское движение, потому что у нас не было оружия, да, вот почти 2 месяца шло партизанская война. А потом вот у грузинов отбирали эти партизане, потихонечку собиралось, значит, оружие. И в конце концов уже достаточном количестве имели Абхазию, значит, и арсенал, и военные, захватывали танки, их не танки, пушки и так далее. И уже в октябре месяце, значит, у нас была создана абхазская армия. Уже стала официальная абхазская армия. Российские военнослужащие также посетили Сухумское военное общевойсковое командное училище. Им были показаны спальные расположения и места, где проходит обучение курсантов училища. На базе училища мы их ознакомим с историей нашего училища, когда оно было образовано, кем образовано, каким трудом все это нам все достигалось. В дальнейшем планируется нами посещение 7-й военной базы. Цель подобных мероприятий – повышение взаимодействия и обмен опытом между абхазскими и российскими военнослужащими. Саид Джарсалия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На сайте СГБ Абхазии появилось сообщение в связи со смертью гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия. 10 марта на приграничной территории Абхазия сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Абхазии был выявлен гражданин Республики Грузия Кварацхелия Ираклий, 1990 года рождения, незаконно пересекший государственную границу Абхазии и Грузии. Для составления процессуальных документов Кварацхелия был доставлен в подразделение Управления ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, совершил суицид путем повешения. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Кварацхелия не удалось. В Бюро судебной медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Абхазия проведена судебная медицинская экспертиза, подтвердившая ненасильственный характер причины смерти. Расследование обстоятельств происшествия проводят компетентные органы Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о передаче тела Кварацхелия грузинской стороне, сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии. В Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» открылась международная туристическая выставка «МИД. Путешествие и туризм», на которой Абхазию представляют Министерство по курортам и туризму, Торгово-промышленная палата и Абхазский союз туризма. В 26-й раз принимает участников Московская международная туристическая выставка «МИД. Путешествие и туризм». Абхазия к этому масштабному форуму, география которого практически весь земной шар, присоединилась 4 года назад и сразу привлекла к себе внимание. Посол Абхазии в России Игорь Ахба, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий, представители ТПП и Абхазского союза туризма, торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц приняли участие в церемонии открытия выставки. Гостей приветствовали
участвовали представители законодательной и исполнительной ветвей власти России, которые отметили готовность к сотрудничеству в сфере туристического бизнеса. Именно российские туристы в основном посещают Абхазию. Если раньше людей привлекала возможность просто побывать на море, то у современного туриста запросы возрастают. Вот почему туристические организации осваивают новые направления в своей работе. Важная составляющая – это транспортная доступность. Так, в этом году в Абхазию и из Абхазии можно будет путешествовать по морскому пути. Совсем недавно было подписано достаточно интересное соглашение, которое открывает новый этап взаимоотношений наших с Российской Федерацией. Это круизные поездки наших туристов. Значит, туристический маршрут, который был освоен уже некоторое время назад, это Сочи, Ялта, Новороссийск. Теперь прирастает еще одним пунктом своего назначения. Это наша столица Сухум. И туристы смогут ознакомиться с достопримечательностями нашей республики. Я думаю, что в имиджевом плане это достаточно интересная подвижка. Думаю, что к этому присоединятся и другие достаточно интересные форматы. Среди представителей 52 стран развернула свой стенд Республика Абхазия. Количество людей, желающих познакомиться с представителями наших туристических организаций, только увеличивалось в ходе выставки. Конечно же, гостей тут встречали знаменитыми абхазскими винами и блюдами. И какой же праздник без танцев? Свое мастерство показали участники московского детского ансамбля танца «Амцебс». Практика таких форумов, возможность общения, обмена опытом дает высокие результаты в привлечении туристических компаний. Первые их представители ожидаются в Абхазии уже через 2 недели. Это будут ознакомительные туры. Очень скоро к нам в Абхазию, буквально через 2-3 недели, приедут уже турагенты, которые хотят посмотреть своими глазами наш туристический потенциал, те объекты, которые у нас есть в Абхазии, и, естественно, наши экскурсионные маршруты, которых в Абхазии очень много, по той информации, которая есть, и по тем продажам, которые мы имеем. В этом году будет хороший сезон, и очень важно к нему подготовиться вовремя. Почему? Потому что через 2 недели уже начнутся рекламные туры, и мы должны подготовить наши пляжи, парки, наши дороги, наши туристические маршруты, очистить их от мусора и встретить гостей. В этом году участвовать в форуме вызвались практически все туристические организации нашей страны. На выставке были представлены разные направления курортной сферы, в том числе очень популярный сейчас экотуризм. Это та площадка, где заключаются основные партнерские контракты, договора. Как вы видите, активность у нашего стенда очень высокая. Ряд договоров и контрактов между компаниями профильными уже подписаны. Мы надеемся на очень успешный туристический сезон 2019 года. Не обошлось в этот день и без сюрпризов. Так, семья из России, а именно из города Коврова, стала победителем фотоконкурса «Лучший семейный отдых в Пицунде», который был объявлен предприятием «Курорт Пицунда». Супругам Елене и Олегу Карповым сертификат вручил министр Автандилгарский. Эта счастливая семейная пара уже отдыхала в Абхазии. Увидев конкурс, решили попытать счастье, поскольку рады были бы еще раз побывать в нашей стране. Те фотографии, которые мы размещали на конкурсе, делал я сам. Нам было это сделать просто. И решили все-таки попробовать. И нам повезло, такое тоже бывает. Поэтому мы очень рады. Мы не первый год в Абхазию собираемся. Мы практически каждый год туда ездим. Мы планировали в любом случае поехать. И увидели в Инстаграме фотоконкурс «Семейный отдых». Поскольку мы уже там были, мы легко нашли фотографию интересную, отправили и выиграли. Конечно же, такие проекты способствуют привлечению туристов, и конкурс, по всей видимости, станет традиционным. Курорт Пицунда делает все для того, чтобы привлекать как можно больше туристов в Абхазию и использовать все современные инструменты. Хотим сказать о том, что мы этот проект будем продолжать на ежегодной основе и
рамки участников будут расширяться. Также хотелось добавить, что этот проект реализован при поддержке Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия, а также информационного партнера сотовой компании «Аквафон». В рамках выставки организованы семинары, многочисленные встречи. 40 тысяч квадратных метров и около 2000 участников. Таков масштаб этого мероприятия. 14 марта в Москве в Центральном доме литераторов пройдет вечер под названием «Сюжет существования», посвященный 90-летию со дня рождения великого прозаика и поэта, публициста Фазилия Искандера. Организаторы вечера – клуб писателей Центрального дома литераторов и московская абхазская диаспора. В программе вечера выступления друзей Фазилия Искандера, членов московской абхазской диаспоры, детского ансамбля абхазского танца «Амцебс». На вечере будут представлены архивное кино и фотоматериалы. Основным вопросом повестки дня заседания Сухумского городского собрания было увеличение пособий на 100 и 80% детям-инвалидам с рождения и круглым сиротам. Ранее первые получали 600 рублей, а вторые – 300. Депутаты единогласно проголосовали за увеличение пособий до 1000 рублей в месяц. В Сухуме проживает 124 инвалида детства и 6 круглых сирот. Данное решение будет передано на исполнение городскому управлению соцобеспечения. Если на сегодняшний день по 600 рублей ежемесячное пособие получали инвалиды детства, в год это выходило 892 800 рублей. При увеличении эта сумма будет увеличена на 595 200 рублей. Что касается круглых сирот, ежегодно получают 21 600 рублей, а будут получать 72 000 рублей. На мой взгляд, такие вопросы надо вообще очень часто поднимать. Последнее увеличение пособий было датировано чуть ли не 2009 годом. Будем стараться хотя бы ежегодно повышать пособия. Абхазский государственный университет совместно с Министерством образования и науки республики проводят по всем районам Абхазии профориентационные консультирования для выпускников школ. Алика Трапш продолжит тему. Выбор университета и профессии, пожалуй, один из самых сложных и ответственных шагов в жизни каждого школьника. Одни выпускники уже определились, по какой специальности будут обучаться, но для многих выбор университета и профессии – задача не из легких. Именно поэтому Абхазский государственный университет совместно с Министерством образования республики проводит профориентационные беседы для учащихся 9 и 11 классов по всей республике. Главная цель профориентации – знакомство школьников с содержанием и уровнем образования в главном вузе страны – АГУ. Председатель приемной комиссии Абхазского университета Инга Ардзенба подробно рассказала об истории становления университета, о факультетах, направлениях и специальностях. Кроме того, Инга Ардзенба рассказала, что в этом году впервые на площадке Абхазского университета будет проводиться Олимпиада для школьников «Путь к вершинам», основная цель которой – оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе профессии. Олимпиада, проводимая в этом году на площадке Абхазского государственного университета, будет проводиться по профильным предметам на всех абсолютно факультетах Абхазского государственного университета. Я уже сказала, их 8 факультетов и 1 отделение. То есть на 8 факультетах и 1 отделении будут проводиться олимпиады. И, что самое главное, для вас, наши дорогие выпускники, победители и призеры нашей Олимпиады будут зачислены к нам в Абхазский государственный университет без вступительных испытаний. В Абхазском государственном университете 8 факультетов и 1 отделение, где обучают более чем по 42 специальностям и направлениям. Деканы факультетов и заведующие кафедрами подробно рассказали выпускникам школ о специфике обучения на каждом отдельном факультете и ответили на вопросы школьников. Поступив на исторический факультет, получите классическое историческое образование, которое пригодится во многих отраслях. Во всей жизни вашей жизненном пути. Факультет такой небольшой, компактный, 350 студентов на заочном и на дневном отделении. Там 2 направления, то есть направление истории и специальность международные отношения. На физико-математическом факультете создан школа, заочная физико-математическая школа, где мы бесплатно, консультируем выпускников школ, Абхазии, те, которые хотят поступить на физико-математический факультет
я приглашаю всех по субботам, мы занимаемся. Старшеклассники говорили о пользе подобных встреч, благодаря которым многие из них определились в будущей профессии, а другие еще раз убедились в правильности своего выбора. Я собираюсь поступать в Баку на экономический факультет, и сегодня я узнала, что можно поступить без вступительных экзаменов через Олимпиаду. Я обязательно попробуюсь. Я поступаю на филологический факультет, направление теория перевода и межкультурная коммуникация. Конечно же, у каждого человека есть возможность поступить в другую страну, в другой город, но так как я там не найду ту профессию, которую я хочу, то есть это абхазский филологический и то направление, которое я выбрала, я решила остаться здесь. Я прослушала лекции по профориентации, было очень интересно, но я уже давно определилась, что я поступлю в Абхазский государственный университет на юридический факультет, потому что я хочу быть хорошим, успешным адвокатом. Профориентационные консультирования для учащихся 9 и 11 классов будут организованы во всех районах республики. Аля Катрапша, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Завершился проект исследования и популяризации документальных материалов по истории кинематографии в Абхазии, который был организован при поддержке программы развития ООН. Историк кино Рита Пация подвела итоги проекта и рассказала о материалах, собранных по истории кинематографии в Абхазии. Об этом наш следующий сюжет. Проект исследования и популяризация документальных материалов по истории и кинематографии в Абхазии стартовал в июле прошлого года. За это время историком кино Ритой Пацией была проделана колоссальная работа по изучению архивных материалов, связанных с историей развития кинематографии в Абхазии. Главная задача проекта – найти материал, изучить и популяризировать его. За это время в Российском архиве кинофотодокументов было найдено 6 фильмов 20-30-х годов прошлого века, таких как «Абхазия», «10 дней в горах», «Орденоносная Абхазия», «Через лесную дорогу», «Джа-Иляу», «Лавры Мисселен Грей». Копии фильмов были приобретены при поддержке развития программы ООН в Абхазии. Все эти картины представляют собой историческую ценность. Проект делился у нас на 2 части. Первая часть практическая, вторая была уже связана с тем, что мы знакомили с теми материалами, которые мы изыскивали в архивах. Архивы, в основном, в которых проводились исследования, это был архив кинофотодокументов город Красногорск, архив литературы и искусства, Госфильмофонд России. Предполагавшиеся материалы мы нашли, какие-то материалы, о них мы узнали впервые. Одна из главных тем проекта – 120-летие со дня рождения первого абхазского кинооператора, кинорежиссера Виктора Патейпа. В процессе работы проекта было найдено 4 фильма Виктора Патейпа. 2 из них удалось приобрести, в частности, «Через лесную дорогу» и «Джа-Иляу». Также в российских архивах кинофотодокументов были найдены работы первого абхазского киносценариста, кинорежиссера Михаила Лакарба. Впервые, может быть, мы громко сказали о том, что Михаил Лакербай был профессиональным кинематографистом, причем первым абхазским профессиональным кинематографистом. Нам повезло найти картину, в которой он был не только сценаристом, но и кинорежиссером. Эта картина называлась «Лавры Мисселен Грей», в котором он работал с замечательным составом творческим, в числе которых был и Юрий Андреевич Желябужский и другие. Картину «Лавры Мисселен Грей» спустя 80 лет могли видеть студенты Абхазского государственного университета. По словам Риты Пацией, за время работы проекта было найдено много нового. Появились темы, которые представляют собой огромный интерес для дальнейшего изучения. В результате этого проекта появились новые темы, которые вообще совершенно не ожидали. То есть одно дает начало другому. Новой темой я назову изучение синематографов Старого Сухума, который в разработке, который сейчас получил какой-то толчок. И появилось ряд тем по фотографии, которые я совершенно не ожидала. Мне показалось интересным изучить тему фотографии Константина Ковача, очень неожиданно рассказывающий об этнографии Абхазии, о долгожителях, которые записывали. В общем, очень интересные фотографии. Интересными показались фотографии абхазской сотни дикой дивизии, сделанные братом царя
возможно, есть среди них абхазский материал, вот из сделанных им. Начало съемочного процесса в нашей стране отсчитывается с 1911 года, а фотографии в Абхазии появились еще в конце прошлого столетия. Изучение материалов по истории кинематографии в Абхазии имеет огромную значимость, так как они являются историко-культурным наследием республики. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.